Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Сегодня, 1 ноября, по всей России отмечается День судебного пристава. Об истории службы в Якутии, текущих показателях деятельности и мерах поддержки граждан расскажет Наталья Григорьева, временно исполняющая обязанности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха-Якутия, главного судебного пристава Якутии, подполковник внутренней службы. Наталья Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, с праздником вас. Спасибо большое. Ну и для начала расскажите немного об истории службы в Якутии. Но вообще институт судебных приставов, он достаточно много времени уже длится, да? Это где-то больше 155 лет в целом, если считать. А вообще действующий закон у нас принят в 1997 году, а Управление Федеральной службы, оно создано в 1998 году. В принципе. И начинали мы, конечно, небольшим составом, да, у нас было всего 66 судебных приставов-исполнителей, сегодня у нас 173 судебных пристава-исполнителя, 273 судебных пристава по УПДС, дознаватели, разыскники, то есть это достаточно большая сегодня служба, больше 700 человек насчитывает. С какими показателями по основным направлениям деятельности вы встречаете сегодняшний праздник? Ну, вообще у нас служба, да, развивается очень так стремительно, динамично и все время в развитии. Сначала это были только судебные приставы-исполнители, мы занимались принудительным исполнением судебных актов и актов иных уполномоченных органов. Потом у нас добавились судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Они обеспечивают безопасность судей, участников судебных заседаний, зданий судов и судебных приставов-исполнителей при совершении исполнительных действий. Потом у нас добавилась административная практика, розыск. Мы разыскиваем должников, которые скрываются, и имущество, которое они скрывают. Потом у нас добавилось дознание. И вот последняя функция добавленная – это у нас государственный надзор, контроль за организациями, которые осуществляются возвратом просроченной задолженности. И вот если сравнивать, в 1999-1998 году общее количество исполнительных документов у нас в службе за год это было где-то 66 тысяч исполнительных документов. Сегодня у нас год не закончился, а на исполнение у нас было более 900 тысяч исполнительных документов. И, соответственно, вот по итогам 10 месяцев взыскателям взыскано и перечислено более 5 миллиардов рублей. Это все, что взыскано с наших должников и передано взыскателям. Если говорить о других направлениях деятельности, то, например, судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов обеспечивают безопасность всех зданий судов на территории республики. Они, кроме этого, обеспечивают принудительный привод тех лиц, которые вызывает судья, они уклоняются от явки. Это больше 1500 у нас доставлено по уголовным делам, по административным правонарушениям. Кроме того, они при входе в помещение судов осуществляют досмотр, да, и мешают пронести в суды всякие опасные предметы, колющие, режущие там, и так далее. Это у нас 2500 выявлено таких предметов, которые пытались у нас пронести посетители в суды. Если мы говорим о розыске, то на сегодняшний день у нас разыскано 521 должник, которые тем или иным способом пытались уклониться от исполнения тех обязанностей, которые они должны были по судебному акту или по акту уполномоченного органа, в том числе 260 должников по алиментам только. Но мы обнаруживаем автотранспорт, 38 машин у нас обнаружено, это то, что скрывали наши должники, да. Если мы говорим о дознании, то у нас на сегодняшний день возбуждено более 330 уголовных дел. Это те злостники наши, которые всячески уклоняются от уплаты алиментов, от погашения кредиторской задолженности, да, совершают правонарушения, преступления против правосудия. Насколько мы знаем, с февраля этого года внесены изменения в законодательство, согласно которым каждый гражданин при удержании у него задолженности имеет право сохранить на счету прожиточный минимум. Скажите, как реализуется данная мера в службе судебных приставов? Но вообще предусмотрено, да, если должник получает доход, то у него могут производить с этого дохода удержания в размере до 50% заработной платы, при наличии задолженности по алиментам до 70%. Но при этом, если у него остается очень мало денежных средств, да, то он имеет право обратиться к судебному приставу-исполнителю с ходатайством о сохранении ему прожиточного минимума. Но в данном случае прожиточного минимума на территории субъекта Российской Федерации, у нас, значит, по республике, относительно определенной социально-демографической группы. Ходатайство будет написано, пристав рассматривает и, соответственно, сохраняет ему вот этот минимум на счете или на доходах. Ну, а если у него на иждивении есть еще члены семьи, которые нуждаются, да, в поддержке, то можно обратиться в суд и на них еще сохранить. То есть, если на себя, то это к судебному приставу-исполнителю, если в отношении членов семьи, то в судебном порядке.
Одной из мер поддержки граждан при взыскании задолженности является приостановление исполнительных производств с должников, которые в данный момент призваны на военную службу. Расскажите подробнее об этом. Да, есть такая мера. Это предусмотрено прямо законом об исполнительном производстве, федеральным законом 229, это статья 40 нашего закона. Если у нас должник призван на военную службу, то он сообщает об этом судебному приставу-исполнителю, и такое исполнительное производство, вне зависимости от его сущности, даже там, алименты, кредиты, там, ЖКХ, оно у нас приостанавливается в полном объеме и прекращается исполнение. Не означает, что вообще не будет исполняться. Потом, когда эти условия отпадут, то возобновится исполнительное производство. И, в принципе, когда вот у нас проходили мероприятия по мобилизации, мы эти заявления принимали прямо пункта сбора. Но в принципе, если кто-то его не успел подать, его можно подать любым способом. Даже позвонить и сообщить в службу судебных приставов, это можно заявление написать через воинскую часть, и даже близкие родственники такого мобилизованного могут об этом сообщить. Этого достаточно для того, чтобы было приостановлено исполнительное производство. То есть военнослужащий может обратиться к родственникам, и родственники могут эту информацию передать? Да, у нас уже больше 300 таких обращений, да, и по всем ним приостановлено исполнительное производство. Интерактивные ресурсы Федеральной службы судебных приставов становятся все более востребованными у граждан и представителей организаций. Можете ли вы представить данные, сколько якутян обратились в службу судебных приставов, как раз-таки не посещая отделение? Ну, на самом деле, да, у нас несколько таких ресурсов. Вот на нашем сайте Федеральной службы судебных приставов, да, есть несколько возможностей. Но, во-первых, самый у нас активно используемый ресурс – это банк данных исполнительных производств. То есть можно вбить фамилию, имя, отчество, дату рождения и узнать, есть ли вообще у этого человека долги какие-то, да. И уже увидев там, где долги, в каком подразделении, кто пристав и по номеру телефона, можно получить дополнительную информацию. То же самое касается не только физических лиц, но и юридических лиц. Этого достаточно, можно посмотреть. Что еще у нас? Запись в электронном виде, можно записаться на прием, чтобы не терять времени там, сидеть в очередях, на определенное время записался, попал к судебному приставу, решил какие-то вопросы. Есть у нас возможность открыть личный кабинет на портале госуслуг, это стороны в исполнительном производстве, должника-взыскателя, и там получать свежую информацию, буквально в режиме практически онлайн. Еще у нас есть такая возможность. У нас работает центр телефонного обслуживания, номер 22 96 97. Можно позвонить, дежурный судебный пристав, он даст информацию о наличии и ходе исполнительного производства. Ну, и получается еще можно информацию получить, подать заявление в электронном виде на сайте тоже, да? Тоже отклик очень быстрый, и информация будет предоставлена. Ну, иногда бывают такие случаи, когда имена, отчество и фамилии должников, например, полностью совпадают. То есть один человек должен, другой нет, но у них одинаковое имя, фамилия и отчество. Да? Бывают ли такие случаи, как часто они случаются? Ну и что делать в такой ситуации? Ну, я бы не сказала, что они часто случаются, но да, это такой исключительный случай, когда совпали не только фамилия, имя, отчество, но и дата рождения, а иногда даже место рождения. Да? Может такое случиться, но эти случаи, они, видимо, будут реже случаться, потому что с лета этого года действуют изменения в законодательство, и там дополнительные идентификационные признаки. Да, это паспортные данные, например, там СНИЛС, ИНН, как бы они уменьшатся, скорее всего, да? Но мы так ожидаем. А вообще, если такое случилось, и человек знает, что за собой нету таких долгов, надо сразу, такие заявления в течение 2 дней у нас рассматриваются. Надо подать заявление, тоже вот любым из этих способов, о которых я говорила, сообщите, мы это проверим, действительно подтвердит, что это не долги этого лица, и все ограничения будут сняты. Но единственное, надо быстро обращаться, потому что вот если мы списали денежные средства, да, ну, неожиданно так получилось, они только 5 рабочих дней хранятся у нас на депозитном счете соответствующего отделения. Надо успеть, чтобы мы эти деньги не успели взыскателю перечислить. Да, потом просто труднее вернуть. А пока деньги на нашем депозите, мы вот установили, приостановили перевод, заявление, если поступило, перечисление приостановили и вернули. Ну, вдруг неожиданно, если списали. Очень часто бывает такое, что, например, человек взял кредит, его не гасит, у него, получается, долги, заблокировали все карты. И как бы человек думает, вот, обратиться в службу судебных приставов. Если он обратится, у него в первую очередь будут что, изымать имущество или каким-то образом договариваться о том, чтобы человек вернул долг постепенно? То есть как? Ну, на самом деле, да, вот когда возбуждается исполнительное производство, да, а вот это постановление о возбуждении направляется по адресу должника, который указан в исполнительном документе. И дается 5 дней для добровольного исполнения. Да? В течение 5 дней нужно уже появиться у судебного пристава и определиться, там, как будет погашаться долг. Единственное, что наш закон предусматривает такую возможность, как вот рассрочка платежей, да,
но такую рассрочку только в судебном порядке можно установить. То есть если сумма, правда, действительно большая, да, и у нас активно должники пользуются, они идут в суд, и там устанавливают рассрочку платежей, то есть ежемесячно по столько-то будут То есть платить. по решению суда Да, уже, по решению суда будет такое определение. Если не нарушает этот срок должник, то так и будет, тогда никаких ограничений дополнительных судебный пристав не вводит. Да? А так, по идее, сначала мы устанавливаем денежные средства, которые находятся в банке, да, или поступления доходов каких-то устанавливаем. Если этого недостаточно, то тогда обращаем взыскание на имущество. Ну, у вас вообще очень непростая работа, сложная. Вы сказали, работает у вас примерно 700 человек. А вообще, кто приходит работать чаще? Каким образом берете на службу людей? Ну, как бы открытая служба, да. Единственное, что лицо должно достигнуть совершеннолетия, иметь образование, да, не обязательно юридическое, но сравнимое, да, с химическое, например, да. Дальше проходит, как и всегда в любой государственной службе, конкурс, но, значит, служба – это орган принудительного исполнения, да, есть специальные требования по здоровью, да, то есть надо пройти медкомиссию у нас, надо пройти психолога, да, если все нормально, да, если все, принимаем на работу. Ну, а что чаще всего волнует якутян, когда они обращаются в вашу службу? Ну, вообще самые разные вопросы могут быть. Во-первых, это могут быть организационные вопросы. Куда предъявить исполнительный документ? Сразу говорю, исполнительный документ предъявляется там, где находится там должник. Ну, допустим, решение суда, городского суда, а должник живет в Алданском районе. Да? Но тогда исполнительный документ нужно предъявить по месту проживания должника. Там будет возбуждаться исполнительное производство. Ну или по месту нахождения его имущества, основного, например. Да? Поэтому туда. Вот такой вопрос может быть. Еще может быть вопрос, а можно ли предъявить, сроки не истекли ли для предъявления исполнительного документа? Тоже организационный вопрос. Для судебных актов это 3 года. Если срок этот пропущен по каким-то причинам, да, ну, пытался сам договориться, забыл, там, своевременно не предъявил, да, у нас взыскатель, то тогда этот срок восстанавливается только в судебном порядке. Да, на 6 месяцев можно и снова предъявить. Вот такие вопросы. Есть вопросы, там, можно подавать ходатайство. Вот часто такое бывает, давайте введем какие-то дополнительные ограничения должника, там, арестовать имущество или вот применить такую меру, как ограничение выезда за пределы Российской Федерации. Очень активная мера применяется. В текущем году мы более 70 тысяч должников ограничили. Да? Вот благодаря этой мере наши должники погасили долги на сумму 321, что ли, миллион, вот, даже больше чуть-чуть. Да? То есть деньги как бы были, да? Хочу выехать за границу, да? Узнал, что ограничен, да? И погасил долги, чтобы сняли ограничения. Такое ограничение выносится на срок 6 месяцев, да? И может быть потом дальше продолжаться. То есть эта мера неоднократно может применяться. Ну что ж, Наталья Николаевна, спасибо вам за интервью. Позвольте еще раз поздравить вас и сотрудников вашего управления с праздником. Ну и что бы вы хотели пожелать своим коллегам в День судебного пристава? Ой, ну, своим уважаемым коллегам я от всего сердца хочу в такой наш профессиональный праздник пожелать, да, всего самого наилучшего, на самом деле, успехов в работе, здоровья, исполнения всех намеченных планов, потому что у нас служба трудная, сложная, нагрузка высокая, и у нас работают настоящие профессионалы. Кроме этого, мне бы хотелось поблагодарить наших ветеранов, которые нам оказывают поддержку, обучали наших молодых сотрудников, да, и еще хочется сказать большое спасибо родителям наших сотрудников, что они воспитали таких отличных наших коллег. Спасибо Праздником, еще да. раз с праздником. Спасибо. Ну а я напомню, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале.